Росгвардейцы сменили форму и погоны на спортивные костюмы и лыжи. На республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной стартовал чемпионат войск Национальной гвардии по лыжным гонкам и служебному двоеборью. Показать себя на лыжне и в тире приехали 140 спортсменов, представляющих различные округа, военные институты, а также дивизию оперативного назначения. О первом дне стартов расскажет Павел Королев. Что здесь соревнуются силовики, сразу и не определишь. Все лыжники в профессиональной экипировке. И хоть в строю сегодня много офицеров и сержантов, но на лыжне званий нет. Ведь, как известно, побеждают сильнейшие. Первыми в лыжный бой отправляются представительницы прекрасного пола. Впереди 10 километров снежных спусков и подъемов. И конкуренция здесь не шуточная. Ведь погоны носят многие именитые спортсмены. Но на финише нет никакой интриги. Первой на старте среди женщин становится олимпийская чемпионка. 4-й стартовый номер – олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Сибирский округ. Чемпионат Росгвардии вправду сродни крупным международным стартам. Среди участников олимпийцев и чемпионов мира хватает. Да и многие из спортсменов еще несколько дней назад выступали на Кубке России. Пару дней на передышку и снова на лыжню. Для меня главный старт – это не предыдущий этап Кубка России был, а чемпионат Росгвардии. Потому что, как говорят многие, это, можно сказать, российские военные игры, да? Как олимпийские военные российские игры, в которых надо принимать участие, отстаивать честь своего региона. Вот поэтому готовился к этим соревнованиям. Покажем свой результат на лыжне, на что готовы. Я ожидаю борьбы с лучшими соперниками страны. А результаты вы посмотрите после соревнований. К слову, именно наш земляк Илья Порошкин показал лучшее время среди мужчин. На старт вышли не только профессиональные спортсмены. Среди участников много и тех, кто просто совмещает спорт и службу. В служебном двоеборье большая часть спортсменов – это спортсмены, которые совмещают и прохождение службы, выполнение своих обязанностей непосредственно по должностям. Это и сотрудники спецподразделений наших, которые молодцы, что совмещают и спорт, и службу. Это спортивная подготовка, она, несомненно, очень сильно помогает в выполнении их боевых задач. Чемпионат завершится в субботу. Лыжников-росгвардейцев еще ждет гонка свободным стилем и командный спринт-эстафета. Ну и, конечно же, им предстоит показать свою меткость в стрельбе. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган.